В рамках 30-летнего юбилея нашей Национальной академии наук проводится Всероссийская научно-практическая конференция по функционированию государственных языков Республики Российской Федерации. Тема очень актуальная и свежая, я хочу сказать, потому что сегодня в Российской Федерации 34 государственных языка. Число государственных языков увеличивается в последние годы. 155 языков в целом Российской Федерации. И хочу отметить, что все национальные академии республик и Татарстана, Башкортостана и Чеченской республики все провели юбилейные мероприятия, именно посвятив гуманитарному направлению, да? Потому что сегодня именно сохранение языков, изучение языков и развитие языков и духовности народа, национально-культурного кода сегодня является очень актуальной. Сегодня мы подводим итоги 6 секций. 6 секций проведены и вчера, и сегодня. И хочу сказать, что принимали участие свыше 20 субъектов Российской Федерации и 5 стран, зарубежных стран. Хочу особенно отметить, что очень активно участвуют это Монголия, Казахстан, Турция, Китай, и Киргизия и другие страны. В ближайшее время на федеральном уровне ждем принятия концепции государственной политики Российской Федерации. Поэтому у нас много целей, задач, и в основном работу будет координировать вновь созданный Центр изучения, сохранения и развития родных языков народов республики. И очень отрадно, что этот центр создан в рамках десятилетия языков коренных народов мира. Дорогие наши гости, знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн, говоря о русском языке, считал, что его изучение и сбережение является не праздным занятием от нечего делать, а насущной необходимостью, так как язык – это история народа, путь цивилизации и культуры. В принятой стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года отмечено, что одной из целей государственной национальной политики Российской Федерации является сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации. Буквально на днях, на следующей неделе, мы проводим первый съезд республиканский для учителей коренных малочисленных народов Севера. Мы считаем, что вопросы Арктики, вопросы развития арктической зоны Российской Федерации находятся во главе пристального внимания президента. Федосия Васильевна, добрый день, наши коллеги, гости, Каюхан Галиевич, Эдуард Федорович, Камиль Нурулаевич и все участники конференции. Сегодня мы проводим всероссийскую конференцию, которая будет иметь большое значение в дальнейшем развитии структуры наших народов. И наша республика всегда, имея огромные территории, была хранительницей всех культур, которые у нас существуют, всех языков, которые у нас есть. Поэтому нашей республике всегда стабильность, ибо если мы это не будем делать, то у нас будут очень большие проблемы. Наши гости, уважаемые, дорогие, приехавшие, когда на улице минус 45-50 градусов, вы, наверное, почувствовали, да? И вот мы консолидировались, да? Все вместе именно те достижения наших культур, которые имеются в этих здесь живущих народах, да? Они, объединяясь, дали ту республику, которая у нас имеется сегодня. И
я хотел бы немножко с вами поделиться теми мнениями, которые есть у нас в Академии наук, и разрешите делать свой доклад по данной теме. Республика Саха является одним из самых крупных по своей территории и многонациональным по составу населения субъекта Российской Федерации. В переписи населения 2020 года республики проживают представители 135 национальностей. Согласно Конституции, статьи 46 основного закона Республики Саха-Якутия, государственными языками являются русский язык и язык Саха. Языки коренных малочисленных народов эвенков, долганов, икугиров, чукчей, русских старожилов имеют статус официальных языков в местах их компактного проживания. В последние годы в Российской Федерации принимаются судьбоносные решения по вопросам модернизации языковой политики, создаются условия для обеспечения единого коммуникативного пространства, сбалансированного функционирования государственного языка, государственных языков республик и родных языков народов России. В ближайшее время ожидаем принятия концепции государственной языковой политики Российской Федерации. В эти дни на федеральном и региональном уровнях проходят мероприятия, направленные на расширение использования языков. В Москве завершается 7-й форум языковой политики Российской Федерации, приуроченный к проведению Содружества независимых государств в 2023 году русского языка как языка межнационального общения, в котором принимает участие и делегации нашей республики. На следующей неделе, уже 13-14 декабря, у нас здесь, в Якутске, состоится съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и первый съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов, в организации которой примет, конечно, наш центр и Академия наук непосредственно вся. Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Функционирование государственных языков Республики Российской Федерации. Состояние и перспективы» с международным участием для нас связано с созданием Центра изучения, сохранения и развития родных языков по поручению главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева и распоряжением правительства нашей республики. Символично, что это знаковое событие совпало с 30-летним юбилеем нашей Академии, с началом нового этапа в его жизни. Созданием Центра, исторически продолжающего научные традиции научно-исследовательского института национальных школ республики Саха, появилось новое научное направление в сфере образования и развития. В Центре назначена Федосия Васильевна Габышева, доктор педагогических наук, профессор, одна из ведущих ученых России по региональному и полилингвальному образованию, руководитель, имеющий опыт работы на высших руководящих должностях в сфере образования и языковой политики и культуры. На ближайшую перспективу поставлены задачи по проведению научных исследований, обеспечивающих стабильность языковой ситуации, сохранение родных языков народов республики, по разработке современной учебной литературы, по внедрению новых образовательных моделей преподавания родного языка, по развитию сбалансированного двуязычия и многоязычия у детей и молодежи. В этой связи необходимо интегрировать цели и направления Центра родных языков с деятельностью Академии наук по научному сопровождению социально-экономического, духовного, культурного развития
нашей республики. Укрепление связи между наукой и образованием по участию в образовательной деятельности. Академия должна иметь стратегические видения с четкими концептуальными подходами, комплексным планированием фундаментальных и прикладных исследований по устойчивому развитию региона в 21 веке. Миссия, выполняемая Центром, поистине духовно-гуманистическая. Помимо научного сопровождения, обеспечения национально-языковой преемственности поколения, она по большему счету является инструментом сохранения и приумножения культурного богатства государства, которое сотни лет аккумулировалось языковой средой. Мы сильны разнообразием национальных картин мира, их литературным и эпическим наследием, творческим развитием национальной самобытности. В марте 2021 года президент Российской академии наук, тогда работавший президентом Александр Сергеевич к нам, Александр Сергеев, приезжал к нам в Якутск и дал высокую оценку научному и технологическому потенциалу Якутии. И он выделил, помимо прорывного развития минеральных солевых ресурсов, изучения и использования холода, именно сохранение национальных языков и культур. С этого момента пошло активное движение, результатом которого и стало рождение центра при нашей академии в одном из геостратегически важных субъектов государства 1/5 части Российской Федерации. Сергеев нам в Академии наук делал очень хороший доклад, и также он представил свое видение о будущем, как будет развиваться родные языки, свои пожелания отметил, и то, что оно было согласовано с, он встречался с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, и с ним консультировался в этих вопросах, что уже назрело время поддержать родные языки в регионах, начинает уже считать некоторые языки, а языки — это наше богатство, это наша культура. Россия именно богата и держится на многообразии культур, на многообразии языков. Нельзя забывать, что национальные языки являются концентрированным выражением духовного, креативного, а сегодня и экономического и хозяйственного потенциала традиционных отраслей. Традиционный уклад – это храм, в котором возник, развивается и живет язык. Без культуры язык постепенно может исчезнуть. Напомню, родной язык более полно передается только в семьях, занимающихся традиционными видами хозяйствования, в процессе совместной деятельности взрослых и детей. Поэтому развивается сельское хозяйство. Мы создаем базу для сохранения живого национального языка. Нельзя забывать, что аграрные районы республики являются хранительницами этнической культуры и уникальных языков ее народов. Это их миссия в современном мире. Поэтому необходимо развивать сеть кочевых и агропрофилированных школ, детских садов и школ педагогики ОГХ, педагогики Севера, разработку учебников, пособий, различных цифровых ресурсов для сельских школ, считаю одним из основных направлений Центра родных языков. Недавно на стратегической сессии нашей Академии наук по развитию якутского тамбурного коневодства я уже подчеркивал, что роль традиционного хозяйствования и практики языка и культурной идентичности
очень высока. Не следует забывать, что наша якутская лошадь Саха-ЛГК являлась на протяжении многих столетий хранителем культурно-генетического кода нашего народа. Символизм Саха весь выстроен вокруг лошади. Наша традиционная культура конноцентрична. Возьмите базовые символы, такие как чорон, это наша посуда, из которой мы пьем мыс, серге, это канарясь, алу, мас. Они все так или иначе связаны с культом рая. Хождение вокруг таких символов позволяло народу оставаться в истине относительно морально-нравственного начала, социального взаимодействия и принципов экологичного хозяйствования. Вся поэтика якутского языка и его вербального символизма вырастала также вокруг них. И в 21 веке связи с коневодством мы начали утрачивать глубину языка, его сущностную основу. Язык не мог развиваться так, как могла бы развиваться если бы мы не отделились бы от коневодства, то коневодство тоже само собой бы развивалось, и язык тоже бы совершенствовался в том направлении, в котором он родился. Поэтому материальная культура должна питать язык. В связи со сказанным сегодня мы должны генерировать новые формы модернизированного коневодства республики, животноводства в целом, укрепляя наше духовное начало язык. Вообще феномен якутского языка XIX века как аналога французской языковой среды всеобщего общения в Европе и России прошлого был определен статусом обслуживающего традиционные хозяйственные занятия. Без него эффективную хозяйственную жизнь Якутии невозможно было и представить. Таким образом, вопросы сохранения языка поистине многогранная проблема, затрачивающая науку, образование, искусство и, конечно же, производство. Сегодня, утратив мифологическое сознание и традиционные хозяйственные занятия, рискуем получить отсутствие глубинного понимания якутского символизма, своеобразного языкового скрепа. Его понимание должно перейти через язык, который толкует ценность якутской лошади через современные институты экономического хозяйствования, права, образования и науки. Мы должны возрождать якутский язык через ценности институтов современной сакрализации табунного коневодства и вообще традиционных отраслей севера Арктики, таких как оленеводство, скотоводство, рыбоводство, охот, промысел. Они дадут возрождение языков эвенского языка, эвенкийского, долганского языков, чукотского и, конечно, рыболовство. Это связано с языком русских старожилов. Этот красивый язык тоже не должен исчезнуть, должен получить поддержку. Также потому, что он имеет свои многовековые исторические корни. Подобные мы увидели, будучи в Исландии, где доминирует английский язык. Родной исландский язык находит свое место именно в традиционных способах хозяйствования, оккультуренном коневодстве, овцеводстве и рыбном промысле и современном туризме. В Якутии своя особенная языковая ситуация, отражающая многовековую историю самобытной культуры холода, которая неразрывно связана с традиционным аграрными занятиями коренных народов. Поэтому каждодневная работа педагогов и ученых-языковедов культивирование языка будут эффективным при интегральном подходе изучения, обучения, структуре самого языка, так и практике его усвоения
через модернизированные традиционные хозяйственные занятия и нематериальное наследие культур народов Севера, искусства, современную актуальную национальную художественную литературу. В каждом пространственном сегменте территории республики Саха свои модели функционирования языков. Поэтому организацию этнокультурного образования необходимо разработать с учетом локальных и региональных особенностей сел, городов и промышленных районов. Например, 13 арктических улусов или районов, в которых проживают коренные малочисленные народы Севера, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой. Арктика – родной дом югодиров, чукчей, долганов, эвенков, русских старожилов. Их родные языки в настоящий момент находятся под угрозой вообще исчезновения. В республике ведется самая перспективная образовательная политика по развитию кочевых детских садов и кочевых школ. Потому и Центр родных языков призван активно координировать работу по возрождению и сохранению языков, культур коренных малочисленных народов Севера. Надо также учесть, что сегодня национальные школы преимущественно становятся билингвальной и поликультурной, комплексно формирующей гражданскую, региональную и этнокультурную идентичность. В связи с этим предстоит проведение научных исследований, направленных на создание инновационных образовательных моделей, функционирующих в поликультурной среде и успешно решающих проблемы обучения на родном языке, формирования двуязычия и многоязычия. В условиях глобализации только высокий уровень когнитивно-языкового развития может обеспечить конкурентоспособность выпускников национальных школ при поступлении в профессиональные учебные заведения и на рынке труда, а также социально-экономическое развитие республики. Надеемся, что Центр родных языков станет неотъемлемой частью академической науки, успешно выполнит свою ключевую миссию по сохранению и развитию родных языков коренных народов Саха. С учетом итоговых документов проводимых мероприятий будет расширять направление деятельности в области стратегического языкового планирования, формирования гражданской и этнокультурной идентичности моноязычной языковой личности. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Слово для Олег Николаевич, уважаемые коллеги, участники научного форума, хочу искренне благодарить за возможность выступить на таком представительном научном собрании. Тема очень актуальна. Мы изначально думали, на примере татарского языка написали. Языков много, в Татарстане тоже. То есть на примере татарского языка хочу показать, что даже на таком серьезном отношении к языку очень много проблем. А мы проблемы ставим шире. Поэтому я считаю, перед нами предстоит очень интересный путь. Если говорить о татарском языке как о языке, государственном языке Татарстана, у нас есть региональный закон, в нем предусмотрено функционирование татарского языка как государственного на территории Татарстана. Закон наделяет право, дает возможность защиты, развития татарской языковой культуры. Нормативно законодательная база республики обеспечивает условия для сохранения и развития так или иных родных языков народов, проживающих в республике. Ну и здесь, соответственно, как говорится, не секрет, сегодня татарский язык представляет собой социально-лингвистический, естественно, и культурно-исторический феномен, являясь вторым языком в России по количеству говорящих на нем русского языка и государственным языком Республики Татарстан. Кроме того, как один из тюркских языков
Татарский язык позволяет вести коммуникацию и культурный обмен со многими тюркскими народами без посредников. В таком рассмотрении татарский язык, несомненно, содействует формированию диалога культур и межнациональной толерантности не только в республике, но и за его пределами. Как уже здесь было сказано, что язык сохранится только будучи языком образования, воспитания, от семейного и дошкольного обучения до национальных университетов и подготовки молодых ученых. Мы считаем, что это должен быть завершенный процесс. В связи с этим, понятно, здесь должна быть эффективная система образования. Соответственно, очень много вопросов будет зависеть от научно-методического материала, от подготовки преподавателей. И сегодня критически важным условием является также включение языка в цифровое пространство, как языка накопления, обработки и передачи информации, как языка коммуникации глобальной сети интернет. В Республике Татарстан в области сохранения развития татарского языка целенаправленно работает ряд образовательных научных организаций. Это Институт развития образования Республики Татарстан, Казанский федеральный университет и Академия наук. Соответственно, они работу ведут в области повышения уровня профессиональной подготовки, квалификации, профессиональной подготовки педагогических кадров. В Казанском федеральном университете проводится модернизация систем подготовки и переподготовки кадров для дошкольных образовательных организаций, начальных классов, учителей, предметников для школ татарских языков, обучения. Здесь разрабатываются учебно-методические комплексы по родному языку для билингвальных образовательных организаций. Ну и, соответственно, по заказу республики, я акцент делаю на то, что по заказу правительства Республики Татарстан университет готовит учителей для этих школ, способных преподавать свои предметы на татарском языке. И здесь даже такой нюанс возникает, когда на защите по приоритету 2300 у нас КФУ претендует на спецчасть, и есть там, соответственно, вот эта гуманитарная часть, КФУ делает обратную, так скажем, минус дает этому нашему университету, но несмотря на это, республика оставляет эту гуманитарную составляющую в Казанском федеральном университете. Потому что там есть кадры, там есть, соответственно, помещение, там, соответственно, инфраструктура. С 2013 года на базе университета функционирует уникальный проект «Анателя», родной язык. Это полноценная онлайн-школа обучения татарскому языку. Она создана по инициативе Раисы Татарстана Руслана Миниханова. На сегодня около 150 тысяч человек из десятков стран мира прошли обучение татарского языка через эту школу. Институтом развития образования проводится работа по аттестации учителей родного языка и родной литературы, в том числе и татарской. Институт занимается разработкой учебно-методических компleksов СОСАЛЯ. В переводе с татарского означает «привет» по учебному предмету государственный язык Республики Татарстан, татарский язык, который с текущего года в учебном плане официально закреплен в качестве отдельного учебного предмета. Академия наук Республики реализует многочисленные проекты в области сохранения и развития татарского языка как на основе государственных заданий, так и в рамках государственной программы сохранения и изучения развития государственных языков Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан на 2020 годы и сохранения национальной идентичности татарского народа. Вся прикладная научная продукция Республики Татарстан, в том числе школьные вузовские учебники, основываются на результатах фундаментальных исследований по татарской филологии Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан. Также многотомные труды в области татарского народного творчества, художественной культуры и искусствоведения все под этим институтом. Ведется работа по комплексной информатизации татарского языкознания, разрабатывается электронные версии учебных словарей, видео и мобильных приложений для смартфонов, планшетов, компьютеров. Уже более 5 лет успешно функционирует открытый электронный портал ТАЦ. Это электронный фонд словарей, фонд топонимов, национальный корпус татарского языка, электронная библиотека и многие другие. С 2018 года функционирует онлайн-энциклопедия «Татарика»,
где размещено около 25 тысяч статей на русском и татарском языках, более 1000 аудио и видеофайлов. С начала только текущего года отмечено более 500 тысяч обращений к гражданскому ресурсу. На поддержку развития татарского языка в области информационных технологий направлена деятельность Института прикладной семиотики Академии наук. Это такие направления, как татарская национальная локализация информационных технологий, разработка программного инструментария, системы технологий обработки естественного языка и создание лингвистических ресурсов, создание новых интеллектуальных технологий обработки информации на основе исследований когнитивного потенциала татарского языка. Институт выступает одним из учредителей международной конференции по компьютерной обработке тюркских языков «Тюрклан». Мы планируем провести конференцию в Казани в сентябре 2024 года. Эту конференцию в рамках цифрового форума «Казан-Цветовик». Пользуясь случаем, приглашает специалистов принять в нем участие. Эта конференция ставит целью объединение усилий специалистов в области развития информационных и технологических ресурсов, тюркских языков, их интеграции в единое пространство. С 2016 года в ЕАДе работает отдел национального образования. Соответственно, за последние несколько лет сотрудниками отдела разработана примерная образовательная рабочая программа, федеральная рабочая программа по всем учебным предметам для школ с татарским и русским языками обучения. То есть у нас разделение. Все они соответствуют требованиям обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. По результатам прохождения нескольких, в том числе общественных экспертиз, данные программы также учебники включены в Федеральный государственный реестр примерных программ. Сегодня полностью разработано учебно-методические комплекты нового поколения по учебным предметам, соответственно, родной, татарский язык, литературное чтение на родном, в татарском языке, родная татарская литература. Для 1-11 классов общеобразовательных организаций с русским и татарским языками обучения. Также разработка методических пособий для воспитателей по обучению родному языку дошкольных образовательных учреждений. ОМК снабжена видеоуроками, дополнение к ОМК для 5-9 классов, разработан контент по родному татарскому языку для электронной образовательной платформы Сберкласс. И важно и то, что эти учебники создавались с учетом мнений учителей и практиков, потому что все работающие за президентом Татарстана. Специфика преподавания родного языка в таких школах полагает дифференцированный подход к освоению учебного материала. Сегодня этот подход и эти разработки вызывают большой интерес в регионах Российской Федерации, но, соответственно, мы оказываем консультационную помощь. Уважаемые коллеги, несмотря на весь комплекс принимаемых мер на сегодняшний день, мы видим, что не все цели достигаются. Согласно социологических опросов наших ученых, я думаю, и ваших тоже, отмечается восходящая тенденция увеличения разрыва между этническим и лингвистическим статусом молодежи. Для молодого человека важнее ощущать себя человеком мира, чем представителем какой-то национальности, носителем родного языка и уникальной культуры. Это, к сожалению, общемировой тренд. И здесь те подходы, которые говорил Леонид Николаевич, наверное, не очень становятся актуальными. И в связи с этим перед нами, конечно, стоят новые задачи, и мы, я даже со своими учеными иногда спорю, надо ли принимать какие-то нестандартные формы и способы сохранения изучения. И здесь я считаю, что, наверное, только государство за счет бюджетных средств этим процессом, если будет заниматься, не полностью добьемся успеха. Этим должна заниматься в том числе и бизнесовая структура. Мы этот формат поддерживаем. Для примера, один из них у нас «Ахалла Уиннар», «Умные игры» называется. Это уникальная образовательная программа для детских садов и начальной школы. Она создана сетью международных мультилингвальных детских садов Баласити, соответственно, при поддержке правительства Татарстана, но они полностью создали эту систему сами. Программа опробирована в течение 5 лет, сегодня внедряется в 100 детских садах нашей республики.
В основе программы набор развивающихся настольных игр, но понятно, геймификация сегодня очень актуальна. Значит, соответственно, до 100 единиц и поддерживающие цифровое приложение. Также предлагается готовый сценарий, инструкции турниров, методический материал. Главная цель – сохранить, приумножить навыки владения татарским языком у детей самого раннего возраста, снизить культурную идентичность, заложить крепкую основу для успешного обучения, становления, личности и самореализации. Она универсальна, может адаптирована на любой язык. Сегодня программы заинтересовались арабские партнеры и, соответственно, автор разработал ее и для русскоязычных пользователей www.uyan.rt. Еще один оригинальный проект, но я думаю, это не новое, они во многих регионах, как я уже понял, у нас и здесь, Якутия, и в Башкортостане применяется. У нас чуть-чуть, наверное, подходит другой, это Улан-Батор. Во-первых, тоже бизнесовый проект. Он вложил уже 30 миллионов рублей. В связи с этим в этот проект сегодня поддерживается на уровне нашего правительства. Проект реализуется с 2021 года. Соответственно, здесь в рамках подходов для этого используются новейшие технологии дополненной реальности для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий для детей, молодежи, семей, желающих сохранить родную культуру. Также в рамках съемок, меня даже, я говорю, что наших не привлекаете? Ну, уровень говорит не так, снимает киностудия «Совет мультфильм Москвы». Он имеет большую общественную значимость для вас, мы считаем. Соответственно, мы здесь предлагаем героя для подражания, который объединяет людей внутри семьи, народа, страны. Ну и здесь тоже необходимо сказать, что все то, что должно быть закладываться по мере роста человека, начиная с маленького и до старшего возраста, все эти отношения здесь заложены. Ну и мы надеемся, что современный формат все-таки будет интересен для детей. И сегодня уже те конкурсы, которые проводятся, показывают, что продукт получается очень интересный. На сегодняшний день вложения инвестора, как говорится, не остались неувиденными, и он поддержан фондом президентских грантов. Уважаемые участники конференции, здесь можно по-разному подходить к тому вопросу, о котором я сейчас говорил. Я считаю, что в первую очередь сегодня все-таки нам нужно останавливаться, еще понимать по системе государственных, персональной и общественной экспертизы мониторинга качества языкового образования и дошкольного, начального, в общем, среднего, высшего этапа образования. Во-вторых, наличие открытой информационной среды для родителей населения по языковому образованию в образовательных учреждениях. Соответственно, мы стараемся это реализовывать. Но и в настоящее время, конечно, когда мы посягаем на федеральную составляющую, вопрос всегда возникает, но под лежачий камень вода не течет. Сегодня обучение на родном языке полагается только на этапах начального и основного общего образования. В связи с этим необходимо внесение изменений в дополнение федеральный закон об образовании в части обеспечения конституционных прав граждан на получение среднего полного общего образования на родном языке, соответствующим кадровым и учебно-методическим обеспечением. Очень важный вопрос поддержки использования языков народов России в качестве средства обучения в системе среднего, профессионального и высшего образования. Без создания полноценного удовлетворяющего общества системы образования на родном языке со всеми ее звеньями, детский сад, школа, вуз, послевузовское образование, нет смысла вести речь о формировании подлинной языковой среды. Второе. Как показывает практика, сегодня примерно в типовых региональных учебных планах выбираем большинство образовательных организаций с родным языком обучения на изучение родного языка и родной литературы отведено 2 и 1 час соответственно.
Ну, понятно, это не оправдано, да, для полного освоения содержания данных учебных предметов. Если учебные часы не будут пересмотрены, через несколько лет выпускники будут иметь только общее представление об этих предметах. Третье. На наш взгляд, должна быть создана общероссийская система разработки и лицензирования издания учебно-методических комплексов на языках народов Российской Федерации. Не только по родным языкам, но и по другим предметам, с привлечением в это дело специалистов и субъектов Российской Федерации. Четвертое. Сегодня назрела потребность принятия государственной концепции развития общеобразовательных учреждений с родным языком, обучения и концепции полилингвального и поликультурного образования Российской Федерации. Пятое. В целях общей координации работы субъектов Российской Федерации считаем целесообразным восстановление отдела культурного образования Министерства просвещения Российской Федерации, создание отдела билингвального образования Министерства науки и высшего образования, также Общероссийского института этнокультурного образования с филиалами региона. Ну и шестое, заключительное, формирование полноценной научной школы по методике преподавания разных государственных языков остается важнейшей задачей на северное будущее. Новое поколение учебников должно разрабатываться высокопрофессиональными кадрами, только тогда они будут отвечать вызовам 21 века. Решение данной задачи, на наш взгляд, должно способствовать централизованной подготовке научных кадров, аспирантура, докторантура в области методики преподавания родного языка и литературы с выделением федеральных квот регионов. Сегодня очень важно установить научно-педагогические традиции, связь науки с системой образования со школьной практикой. Эта связь могла бы обеспечить качество преподавания родных языков. Таким образом, активная научно-методическая работа субъектов Российской Федерации и закрепление единого подхода к вопросу изучения и обучения родным и государственным языкам Российской Федерации, учитывающие интересы и позитивный опыт регионов, на федеральном уровне позволит достичь важной цели сохранения языкового многообразия нашей уникальной многонациональной страны. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемый Леонид Николаевич. Мне, как доктору технических наук, конечно, приятно и очень неожиданно оказаться на мероприятии, посвященном лингвистике, языкам, культуре и этносу. Это действительно событие большого, такого серьезного масштаба, и какое юбилейное мероприятие может оказаться, если собралось столько ученых, не обсуждать серьезную проблему и ставить серьезные задачи на будущее. Я прошу запустить презентацию. Коллег. Но, видимо, пока запускают коллеги презентацию, я тогда на словах начну, и там, может быть, видеоряд и аудио появится. Ну, я бы хотел воспользоваться случаем нахождения в данной аудитории, и впервые я нахожусь в Республике Саха-Якутия, немножечко рассказать о Башкирии, об Академии наук Республики Башкортостан, о ее деятельности в рамках, так скажем, тех программ, которые действуют на территории республики. Ну, в нескольких словах, Академия наук на сегодняшний день охватывает все направления научной деятельности республики. Это социогуманитарный блок прежде всего, это технические направления, агробиотехнологии, нефтегазовые и химические технологии. В нашей академии более 100 ее членов. Я бы хотел отметить, что помимо академиков, членкоров, у нас есть молодые, я подчеркиваю, молодые профессора, члены Академии наук Республики Башкортостан. Мы только за прошлые 2 года избрали новых 12 членов Академии наук возрастом 45-50 лет. Это тренд, который сейчас есть в республике, ну и вы видите, что сейчас тоже это акцент в целом в Российской Федерации. Идет такая эволюционная, плановая смена поколений в Республике Башкортостан в научной сфере, при этом сохраняя традиции почитания к старшему поколению ученых. Я бы хотел отметить, что у нас помимо социогуманитарного направления и целого отделения в Академии наук у нас выпускается ряд журналов. У нас в этом году мы за последние 2 года добавили в этот список еще один журнал, который вошел в перечень ПАК. Научный, он носит экономического плана, социогуманитарного.
Но действующие два журнала, это Вестник Академии наук Республики Башкортостан и журнал «Проблемы востоковедения» являются ваковскими. И, пользуясь случаем, я приглашаю коллег поучаствовать в публикациях в этом журнале. Мы открыты, особенно это очень сильно сейчас поддерживается во всех, так скажем, структурах, которые являются некими такими экспертными, да, особенно ВАК. На это внимание обращать. И обращаясь к Леониду Николаевичу с просьбой, и, наверное, таким, так скажем, просьбой как коллеги, также дать предложение, может быть, по совместным редколлегиям в таких журналах. Мы тоже готовы в этом поучаствовать, потому что состав редколлегий мы регулярно обновляем из числа активно пишущих и участвующих в публикационной жизни. Я бы хотел отметить, что есть приоритетные направления в Академии наук, одно из которых это культурные и социально-политические аспекты модернизации общества в Республике Башкортостан. Вот в рамках данного приоритета у нас есть целый ряд направлений деятельности, которые я бы хотел озвучить. Конечно же, если говорить про языки, про родные языки, про языки, государственные языки Республики Башкортостан, официально у нас два государственных языка, русский и башкирский язык, но я бы хотел отметить, что у нас на территории республики проживает 160 национальностей, 13 этнических групп. У нас очень многонациональная республика, и родным языкам уделяется, конечно, колоссальное внимание, не только государственное. Я бы хотел отметить, что башкирская энциклопедистика, или Институт башкирской энциклопедии, как правильно сейчас называют, который в 2023 году, именно в этом году он вошел в состав Академии наук, был раньше отдельное подведомственное учреждение юридическое, теперь это структура Академии наук, и в их названии появилась принадлежность Академии наук Республики Башкортостан. По моему мнению и мнению моих коллег, это существенно повышает в том числе и статус данного института, который начинал свою деятельность с 1991 года как редсовет, редколлегия при Институте языка, истории языка и литературы Российской Академии наук. Сейчас это полноценное структурное подразделение, которое является активным актором так скажем, в деятельности и популяризации не только научной мысли, но и языка в том числе. Мы в Институте башкирской энциклопедии издаем не только энциклопедистику, я занимаюсь, не только энциклопедией, но и различные издания. В том числе в этом году мы создали центр башкирского языка, потому что у нас очень часто приходят запросы по переводу, по литературному переводу многих, в том числе названия организаций, всевозможных обращений и так далее. Поэтому здесь тоже эта работа ведется очень активно. Я хотел отметить, что вот действительно вчера был презентован портал информационный, да, энциклопедии Сахай, Республики Саха-Якутия. В этом направлении мы тоже с вами очень активно и плотно работаем. Я бы хотел сказать, что вот наш информационный портал, который с 2020 года уже действует активно, вот мы заметили тренд такой, очень большая активность на информационном портале за последние только 1,5-2 года. Так посещаемость выросла до 264 тысяч человек из 167 зарубежных стран. Но это и понятно, почему. Вот мы говорим очень много о борьбе с фейками, с фейковой информацией. Вот портал информационный, где стоит, за спиной которого стоит энциклопедистика, как наука, как оплот достоверной информации, где прорабатывается огромное количество архивной литературы, архивного материала, в том числе на различных языках. Это, конечно, сейчас является крайне востребованная такая информация. Я думаю, пожелаю успехов вашему научному порталу современному, цифровому. И если у вас будет тоже там система заложена подсчета посещений и регистрации из каких стран, я думаю, вы тоже увидите такой же тренд. Я хотел отметить, что вот одна из ключевых задач Института башкирской энциклопедии Академии наук является издание энциклопедических и словарно-справочных изданий на государственных языках, прежде всего Республики Башкортостан, это на башкирском и на русском языке. Я бы хотел отметить также, что на информационном портале, которым вы можете воспользоваться, с 2020 года размещено уже на сегодняшний день 45 тысяч статей на разных языках.
О количестве посещений я уже в своем докладе сказал. Но хотелось бы, конечно, отметить и о государственной поддержке, которая осуществляется родным языкам в Республике Башкортостан. У нас, во-первых, действует с 2001 года, это один из первых таких пилотных двух проектов, крупных проектов, государственная программа сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан. С подпрограммами «Русский язык», «Башкирский язык», «Родные языки». И реализуется этот проект с 2001 года. Хотел бы отметить, что у нас в республике глава республики Радик Фаридович Кабиров уделяет особое внимание этому направлению и учредил гранты главы республики Башкортостан, которые вы тоже можете ознакомиться, посмотреть. Они в том числе подаются на эти гранты и совместные коллективы по сохранению и развитию государственных и родных языков с объемом финансирования 50 миллионов рублей ежегодно, даже несмотря на вот все трудности сейчас у многих, да, с бюджетированием, потому что мы знаем, сейчас перераспределение идет во всех бюджетах, во всех регионах Российской Федерации, но вот все равно эта программа действует. Также я хотел бы отметить, что в республике организовано изучение 13 родных языков. Немножко такая статистика, да? В системе дошкольного образования 6, общего образования 10 и дополнительного образования 9. В 434 общеобразовательных организациях, включая филиалы, реализуется право на получение начального общего и основного общего образования на родном языке. И вот тоже по статистике у нас 78% школьников изучают государственный башкирский язык, и 91% в целом суммарно вместе с теми, кто изучает башкирский язык, 91,4% школьников изучают родные языки в школах республики. Ну, я думаю, что, коллеги, вот то, что я сейчас говорю, оно все подтверждается видео и визуальным рядом. Мы эту презентацию направим заинтересованным сторонам, поэтому можно будет с этим всем ознакомиться. Сегодня до меня докладчики тоже говорили о том, что полилингвальное образование – это сейчас тоже один из трендов, который реализуется во многих субъектах Российской Федерации. В нашей республике глава лично контролирует этот процесс, и под его личным контролем запускаются полилингвальные школы и полилингвальные классы в тех школах, где есть востребованность и активность по отношению к родным языкам. Я только просто приведу пример, что в городе Уфе уже 2 такие школы: Нефтекам, Стерлитамак, Учелы, Сибай, Села Хакьяр. Всего у нас их 12 таких школ, и вот буквально за 2 дня до приезда к вам открыли еще 2 полилингвальные школы. Ну и большое количество классов полилингвальных, где изучаются родные языки и уделяется внимание языкам в целом. Мы начинаем работу с родным языком еще с дошкольного образования. Уже в 44 детских садах официально они имеют статус полилингвальных дошкольных учреждений, изучаются родные языки и государственные языки Республики Башкортостан. Сетевая инновационная площадка. Мы готовим в том числе педагогов, и есть государственный педагогический университет в Республике Башкортостан, но и Институт развития образования, который тоже уделяет этому огромное внимание, на сайтах которых можно с этим ознакомиться. Ну и в октябре 2023 года, не так давно, у нас прошел международный форум по полилингвальному образованию. Я точно знаю из присутствующих коллег, принимали участие в Уфе на данном форуме. Тоже показывались те достижения инновационные, не побоюсь этого слова, разработки в области полилингвального образования. У нас достаточно много пилотных таких проектов проходят в республике, посвященные полилингвальному образованию. Ну и вот вкратце я скажу о том, что сотрудничество с Академией наук Республики Саха-Якутия у нас началось именно как раз-таки с языка, да, с энциклопедистики. Вот это стало такой стартовой площадкой. Я надеюсь, что по результатам уже нашей совместной встречи сегодня здесь мы дальше будем развивать эти направления и в других научных направлениях. Поэтому здесь я хотел бы отметить, что буквально совсем недавно у нас зав. Отделом энциклопедистики, да, Филиппова Варвара Васильевна, если я правильно помню имя, отчество, приезжала к нам. Мы здесь всячески и оказываем, и готовы научно-методическую помощь оказывать в создании энциклопедии Республики Саха-Якутия, и в том числе по изданию других, так скажем,
важных материалов для обеих наших республик. Поэтому я предлагаю эту работу, как минимум, точно продолжить, но в надежде на расширение, в том числе, этих направлений. Но хотел бы отметить вот один из примеров, он тоже представлен, должен был быть на слайде. Это работа, которую в 2017 году мы начали, и она продолжалась достаточно продолжительное время. Причем финансирование было выделено в республике Башкортостан. Да, это было поручение правительства республики в целях расширения культурного сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Саха-Якутия, научным коллективом под руководством доктора филологических наук Усаиновой. Был подготовлен построчный перевод на башкирский язык Аломха якутского эпоса «Ньюргун Болтур стремительный». Было подготовлено 630 страниц текста, это 36 тысяч стихотворных строк. Вот такой большой объемный труд был сделан, и я уже говорил вчера на встрече, и посвященной юбилейным мероприятиям, и главе Республики Саха-Якутия, о том, что этот труд, он не напрасно. Он сейчас есть и в национальной библиотеке, и в университетских библиотеках, и в школах Республики Башкортостан, которые изучают родные языки, и в том числе полилингвальные. Поэтому у нас такое родилось предложение, пока мы здесь были с коллегами, обсуждали. Традиционно раз в год мы проводим очень интересный конкурс. Наши дети, которые изучают башкирский язык, а таких детей у нас очень много, мы проводим конкурс на чтение нашего знаменитого эпоса «Урал-Батыр» на башкирском языке. Вот такое родилось предложение. У нас юбилейный год на следующий год. Мы, поэтому, пользуясь случаем, приглашаем в Уфу. У нас 450 лет столицы. И мы можем провести такое совместное мероприятие, как чтение эпосов Урал-Батыр и Оломхо Республики Саха-Якутия, потому что у нас он есть на башкирском языке, и мы можем подумать с Леонидом Николаевичем, составить жюри, коллег от вас, кто может приехать и, так скажем, посмотреть, как это происходит у наших ребятишек, которые знают и читают на башкирском языке. То есть вот тоже такой формат мы можем провести совместную работу. Почему этому я тоже такое уделяю большое внимание? Потому что мы сейчас очень много говорим о воспитании молодежи. Да? Мы очень говорим о духовно-нравственном воспитании. О том, что мы здесь в некоторых позициях уступили. Да? И это надо откровенно признать. Но изучая эпосы, изучая родные языки, можно нагнать и перегнать. Да? Как вот правильно такое выражение есть. Почему? Потому что какой бы эпос ни возьмите, любого народа, чему он учит? Он учит любить Родину, он учит защищать Родину, родную землю, родных, близких. Да? Он воспитывает правильное, духовно-нравственное поколение. Поэтому, уделяя внимание эпосам и уделяя внимание родным языкам, мы здесь, конечно, существенно работу проводим по духовно-нравственному воспитанию нового поколения молодежи. В любом формате, в игровой, в цифровой форме. Уважаемый Леонид Николаевич, дорогие коллеги, скажу сразу, я не лингвист. С одной стороны, тема моего доклада не имеет непосредственного отношения к тематике нынешней конференции нашей. Однако, с другой стороны, традиционная культура и вся культура вообще развивается преимущественно посредством языка. Именно к вербальной языковой культуре относятся и эпические традиции, которые столь широко и красочно представлены в Якутии и на Кавказе. Эпические произведения обогащают и развивают языки народов, этносов и субэтносов. Именно в этом контексте хочу предложить вашему вниманию краткий экскурс в историю подготовки к изданию текстов абхазского нардского эпоса в 10 томах. В конце 19 столетия, с конца 19 столетия по настоящее время удалось собрать большую коллекцию материалов по нардскому репертуару абхазов. Однако до сих пор не существовало специального научного издания текстов абхазского нардского эпоса.
За исключением литературно обработанного сводного текста, изданного в Сухуми на абхазском языке и в Москве на русском языке в 1962 году. В 2005 году разработанный мною проект подготовки двуязычного академического издания абхазских нравских сказаний для серии «Эпос народов Европы и Азии» был принят руководством Института мировой литературы имени Горького РАН. Но стоило мне приступить к отбору текстов для этого издания, как пришло осознание, что без текстологического исследования опубликованных и архивных материалов реализовать задуманное не просто сложно, но и практически невозможно. Необходимо было полное научное издание всех сохранившихся полноценных записей абхазского нравского эпоса на языке оригинала. Только такое издание может послужить источниковой базой для всех видов эдиционной работы. Руководствуясь этим принципом, я продолжил собирать все имеющиеся записи абхазского нравского эпоса и готовить их к изданию. Был проведен целый комплекс текстологических исследований, позволивших упорядочить рукописные опубликованные материалы, установить аутентичность записи. При текстологическом изучении каждой записи мы стремились максимально сохранить изустные, вербальные, диалектные особенности материалов. Но это осложнялось тем, что эпические произведения нередко записывались без учета текстологических норм, присутствовала путаница паспортных данных сказителей, обнаружилось немало искусственных вариантов сказаний с существенными разночтениями, то есть когда собиратели записывали один и тот же текст от одного и того же сказителя в одно и то же время, но публиковали отдельно без указания, что текст записан несколькими собирателями. Выявлены были также случаи копирования текстов из книг и тому подобное. Понадобилась тонкая и предельно осторожная текстологическая экспертиза. Устанавливать аутентичность и ее отсутствие некоторых рукописных материалов приходилось, сопоставляя их с опубликованными сказаниями. Проводились и другие текстологические процедуры. Кроме того, в ряде изданий нередко отсутствовал сколько-нибудь удовлетворительный научный аппарат, а также вступительные статьи или предисловия с характеристикой позиции и цели издателя. Столкнулись мы и с практикой редактирования текстов и расшифровки звукозаписей. Это было связано как с ошибками слуха, так и с правкой для улучшения, в кавычках, перебеливания полевых записей для удобства при чтении. Необходимо было тщательно рассортировать и текстологически упорядочить все подобные записи. Когда мы, находя звукозаписи уже расшифрованных текстов, вновь прослушивали и расшифровывали их, порой обнаруживали между оригиналом и первоначальной расшифровкой существенные расхождения. Основным критерием отбора текстов для нас является их достоверность. В результате чрезвычайно сложной многолетней текстологической работы к изданию подготовлено 10 томов. Первые 8 содержат 1020 текстов абхазского нравского эпоса, составляющих подавляющее большинство архивных и печатных материалов со всеми вариантами, сохранившимися ко времени составления десятитомника.
Тома снабжены вступительными статьями, комментариями, текстом, указателями, фотографиями информантов, графическими иллюстрациями и нотами к нардским песням. Половина вошедших в тома текстов записана от руки, остальные с помощью диктофона и видеокамер. Чтобы сохранить изустную природу текстов, приходилось по несколько прослушивать звукозаписи, каждый раз уточняя звуковые диалектные детали сказаний. Расшифровка звукозаписи была сориентирована на оптимальное отражение фонетических и лексико-грамматических особенностей, что, безусловно, сопряжено с определенными трудностями. Для максимального сохранения изустного звучания записи мы использовали отсутствующие в современном абхазском алфавите специфические знаки. В десятитомник входят сказания, зафиксированные от более 400 информантов, оставивших нам бесценное наследие. Из текстов, вошедших в десятитомник, первая, самая ранняя по времени запись сделана в 1873 году, а завершает издание материал 2020 года. И это еще одно очень важное подтверждение, что бытование, пусть даже пассивное, абхазских нардских сказаний продолжается и сегодня. И в Абхазии, и в Турции, где абхазская диаспора еще сохраняет язык и традиционную культуру. Тексты в томах систематизированы по персонажам и циклам, а внутри циклов по сюжетно-тематическому принципу. При наличии контаминации, состоящих из нескольких сюжетов, сложных по структуре произведениях, я ориентировался на ведущий доминантный сюжет. Именно это предопределило место текста в том или ином цикле сказаний. В издании учитывается также сохранность, художественная целостность сказаний, их частотность и повествовательной традиции, время фиксации текстов и так далее. Каждое из публикуемых произведений представлено по возможности наибольшим числом вариантов и версий. Первые 4 тома посвящены главному герою абхазского нардского эпоса Сасрыква. В другие 3 тома вошли сказания об остальных эпических героях. 8-й том составляют произведения других жанров абхазского фольклора, которые состоят из мотивов, эпизодов, сюжетов и образов нардского эпоса. В этом же томе опубликован целый ряд различных указателей тематического состава текстов, эпических персонажей, мест эпического мира, эпических предметов, основных эпических понятий, сказителей, собирателей, мест фиксации текстов, времени их записи и тому подобное. Составлены указатели на основе текстов, записанных на языке оригинала, и отражают подробные эпические данные. В указателях, посвященных эпическому миру, материал группируется по семантическим гнездам. При этом особое внимание уделяется семантике и функциональной значимости выделяемых слов и понятий в конкретных текстах. Завершающее издание 9 и 10 тома содержат тексты части нардских сказаний в переводе на русский язык. В большинстве своем эти тексты публикуются впервые и переведены, исходя из фольклористических принципов, чтобы по возможности наиболее точно передать по-русски суть оригиналов. Спасибо за ваше терпение.